конце XIX века, в 1899 году, в Сахзаводской поселок приехали молодые учителя Голиковы Петр Сидорович и Наталья Аркадьевна по направлению на работу в начальную школу при Львовском сахарном заводе. Встретил молодых учителей управляющий заводом и поселил в казарму для рабочих. Там они первый год жили и преподавали. А через год, в 1900 году, было выстроено это здание, состоящее из школы и примыкающей к ней учительской квартиры. Учительская квартира состоит из 3 комнат: гостиная, рабочий кабинет и спальная комната. В этой квартире и жила семья учителей Голиковых. В заводском поселке детворы совсем мало, а уговорить мужиков из близлежащих сел позволить детям посещать школу стоило Голиковым немалых трудов. Наталья Аркадьевна и Петр Сидорович в буквальном смысле слова ходили от избы к избе и убеждали крестьян в необходимости обучения детей. Даром же сахарный завод выделяет деньги на буквари, грифельные доски, тетради. Дети будут грамотными расти, научатся читать и писать, убеждали они. Первым из села Карасевки отдал своих детей Нюру, Дашу и Фросю Аристарх Богомолов. Постепенно класс заполнился детскими голосами. Начался учебный год. Сын учителей Голиковых, маленький Аркадий, рад отправиться в класс к ребятам, где идут занятия, но ему не разрешают, и приходится долго ждать, когда закончатся уроки, и в класс войдет мама Наталья Аркадьевна, сядет за стол, возьмет в руки книгу и начнет читать. Аркадий прижмется к маме и тихо слушает. Ребята готовы были слушать Наталью Аркадьевну часами напролет. Она, как никто другой, умела читать стихи Лермонтова, Пушкина, иногда сочиняла сама. Совсем за короткое время Голиковы приобрели уважение среди местного населения. Добрая молва слыла о молодом учителе и его жене. Голиковы завели добрую традицию во время Рождества наряжать елку в школе, да игры различные с ребятишками устраивать, а потом все, что не есть на елке, пряники, конфеты, самодельные игрушки раздавать детям.